Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Икшара. Сегодня в программе. Примет гостей во всей красе. В Пицунде открылись отремонтированные пансионаты и дельфинарий. Сколько времени идет на переход границы? Специальный репортаж программы. Отправить детей в садик. В Сухуми начала работу комиссия по комплектованию детских садов. В минувшие выходные президент Рауль Хаджимба побывал на объектах пансионата Пицунда, 4 корпуса которого были недавно отремонтированы. Президент также принял участие в официальном открытии первого в Абхазии национального дельфинария. Подробности в репортаже Амрамичпа. Отремонтированы 4 из 7 корпусов пансионата Пицунда. Это 1248 номеров. Теперь в каждом из них есть удобства – душевые и туалет. Для сравнения, раньше была только одна общая ванная на весь этаж. Приобретены кондиционеры, холодильники, телевизоры для каждого номера. Проведен бесплатный интернет для постояльцев. Безопасность в приоритете. Проводится пожарная сигнализация. По словам директора объединения пансионатов Пицунда Даура Курмази, на реставрационные работы приобретение всего необходимого для номеров затрачено более 200 миллионов рублей. Надо отметить, что ремонт, требовавший большого объема работ, осуществлен за сравнительно короткое время. Автор проекта реконструкции Валериан Джонуа, проработавший в пансионате около 40 лет. Проект у нас был разработан, проектные данные разных вариантов. Я показал свои варианты, что у нас было в архиве. Но они приняли свое решение. Собственно говоря, я тогда настаивал только 1 корпус, но они взяли за 4 корпуса, и 4 успешно. Последний корпус через неделю заканчиваем. В корпусе БЗИП, в котором побывал президент, 156 номеров на 348 человек. Все номера двухместные, а в 4 номерах на каждом этаже есть дополнительное место – диван-кровать для детей до 12 лет. В пансионате Пицунда есть отдыхающие, которые приезжают сюда не первый год. И, сравнивая состояние номеров до и после ремонта, отмечают значительные изменения. В этом году мы приехали, очень сильно нас порадовал ремонт. Шикарный, мы не удивились очень сильно, питание хорошее, но в принципе до этого было все хорошо, руководство всегда улыбается, всегда гостеприимные, девчонки довольные, мы вообще рады сюда ездить. Если бы нам что-то не нравилось, мы бы сюда не приехали. Номер всегда все чистенько. Ирина старается, убирает. Каждый раз спрашивает, все ли у вас есть. Может быть, поменять полотенце, может быть, поменять постельное белье. Отдыхающих здесь очень много. Все номера заняты или забронированы. В день заселяются около 60 отдыхающих. Работу мы начали с 3 июня. Этот корпус был открыт. По нашим наблюдениям, примерно в среднем в день к нам заселяются 50-60 человек. Соответственно, столько же уезжают, естественно. Из разных городов приезжают совершенно очень довольны, особенно после ремонта. Мы тоже очень этому довольны, рады. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий отметил, что примеру руководителя объединения пансионатов Пицунда, который направляет заработанные деньги на развитие инфраструктуры, должны следовать и другие дома отдыха и пансионаты. Реконструкция это означает улучшение, сделать лучше, чем есть. Мы должны сегодня вести речь о том, чтобы сделать реконструкцию и в других объектах нашей страны. Почему? Прежде всего потому, что идет очень сильная конкурентная борьба не только между туристическими фирмами, но и между странами. И, к сожалению, в этой конкурентной борьбе мы не являемся лидерами. Надо очень много вложить усилия во всех областях для того, чтобы мы имели будущее. Без реконструкции мы будущего иметь не будем. Президент Рауль Хаджимба остался доволен увиденным и отметил, что во многом благодаря новым руководителям курортный комплекс Пицунда меняется в лучшую сторону. Я думаю, что те, кто видел, какие были здесь номерные фонды, и какие они сегодня стали, наверное, все-таки это уже положительная тенденция. Тенденция благодаря молодым нашим руководителям, которые воссоздали этот курорт. Я буквально некоторое время тому назад слышал о том, что нужно курорт продать, создать условия для того, чтобы сюда пришли инвесторы. Но, к сожалению, инвесторы так быстро не приходят на такого рода большие объекты. Но сегодня то, что уже сделано, и благодаря государству, тем кредитам, которые были даны, и тем усилиям, которые принимали сами руководители
закрыв долги, оставшиеся деньги и данные им деньги от государства использовали на то, чтобы курорт стал совершенно другим. От корпуса БЗИП гости по набережной направились к другому объекту. Президент принял участие в открытии первого в Абхазии национального дельфинария. Он располагается на территории комплекса Пицунда и будет работать круглогодично, так как климат в стране благоприятствует этому. В бассейне содержатся 2 вида черноморских дельфинов и 2 морских котика. Сегодня открывается первый дельфинарий в Республике Абхазия. Открывает его компания «Национальный дельфинарий». Она существует уже больше 5 лет. Очень помогли нам в этом деле правительство, непосредственно администрация курорта Пицунда. И, естественно, наши спонсоры «Аквафон», которые помогают информационно нам. В честь торжественного открытия вход в дельфинарий был бесплатным для всех желающих. Представление длится 40 минут. За это время дельфины Марк Лева, морские котики Катя и Вика под руководством тренера Ивана Зеленцова выполняли номера, от которых радостные улыбки не сходили с лиц завороженных малышей. Дельфинов в конце представления можно потрогать, сфотографироваться с ними и даже поплавать. Никогда не видел дельфинов, но теперь, когда видел, очень рада. Они очень умные, дельфины. Хочу, чтобы они были здоровые и с ними ничего не случилось. Морские котики, они очень забавные. Они даже танцевать умеют. Отныне у родителей, которые хотят порадовать своих детей, появилась возможность сделать это, не выезжая за пределы республики. Представления в Национальном дельфинарии проходят в 11 и 16 часов ежедневно, кроме понедельника. На утреннее представление в день официального открытия дельфинария привезли детей из малообеспеченных семей, подопечных благотворительного фонда «Киараз». Бесплатные билеты им выделила дирекция дельфинария, а привезти детей в Пицунду из разных районов Абхазии помогла компания «Аквафон». Амрамич Басаидайба, Бесланч Хинджерия, Абхазское телевидение. Продолжим актуальную сегодня туристическую тему – переход границы. Очень много туристов, мечтающих отдохнуть в Абхазии, отпугивает малоприятная перспектива простаивать длинные очереди на пункте пропуска ПСО. Обычно потоки из людей и машин скапливаются на российской стороне. Не помогает и открытие новых пропускных кабинок. На российско-абхазской границе побывала наша съемочная группа. Рената Шакая спрашивала у туристов, сколько времени им понадобилось, чтобы перейти границу. Смотрите спецрепортаж программы. Туристический сезон этим летом начинается неплохо, но чем больше людей, тем больше проблем с переходом границы. Эти проблемы здесь были всегда, и уже немало лет их пытаются решить самым очевидным образом. Построить новые мосты, усовершенствовать терминалы, увеличить число пропускных кабинок. Границу расширили, создали удобства, но с каждым годом желающих увидеть красоты Абхазии все больше, и очереди не становятся меньше. Ситуация на границе, количество пассажиров и транспорта, естественно, увеличилось в Абхазию. И есть задержки в плане досмотра транспорта и паспортных контролей. С нашей стороны задержек практически не бывает, и не может быть, мы людей проверяем довольно-таки быстро. С транспортом мы людей не высаживаем, все происходит паспортный контроль внутри автомобиля, сверили. Также регистрация транспорта у таможенной службы происходит довольно-таки быстро. И поток практически у нас очередей не бывает. Именно в Абхазию, как в Абхазию, так и в Российскую Федерацию. Мы решили узнать, сколько же времени отнимает у гостей Абхазии переход границы. Как выяснилось, раз на раз не приходится. Утром переход границы может быть без проблем, а вечером переполненный людьми и автотранспортом. Определенные всплески ажиотажа на подступах к КПП ПСО, конечно же, присутствовали. Но сегодня в целом ситуация не выглядела столь критично, как ожидалось в связи с высоким туристическим потоком, который еще весной небезосновательно предсказывало большинство туроператоров. Этот год действительно ощутимо, что количество людей довольно-таки больше. Как мы ведем статистику также и на поездах, в электричке, которые пересекают нашу границу, видно, что людей действительно довольно-таки больше, чем в прошлый год.
Чтобы разгрузить, по сути, самую оживленную туристскую тропу, российской стороной был запущен в эксплуатацию новый автомобильный мост через реку Псу с широкой развязкой. Запущены поезда. На сегодняшний день 2 поезда Сухум-Москва и Сухум-Санкт-Петербург перевозят до 1000 людей только в одном направлении. Что касается электрички, то до 500 человек в день. Как отмечают туристы, сегодня при пересечении границы по реке Псу удалось избежать каких-либо неудобств. В этот раз им лишь полчаса пришлось провести в очереди на границе и минут 10 формальностей у самого терминала. Чуть-чуть постояли, а так нормально. Там, да, минут 15. А в чем загвоздка? Просто в очереди. А с документами то, что быстро все прошло? Да, быстро. Всего хорошего отдыха. Спасибо. Быстро прошли? Может, проблемами какие-то? Нормально. Людей там много. Ну, сколько примерно минут стояли? Минут 5. А в Абхазию вы впервые едете? Нет. Но так бывает далеко не всегда. И здесь главное постараться не попасть в самый пик перехода. А его угадать сложно. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В июне Новоафонскую пещеру посетило 44 845 человек. Реализовано билетов на общую сумму 21 344 900 рублей. В прошлом году за аналогичный период было продано 41 467 билетов на общую сумму 20 64 300 рублей. Цена билета для взрослого посетителя 500 рублей. Стоимость льготных билетов 100 рублей. Дети до 8 лет могут посетить Афонскую пещеру бесплатно. Как сообщает Апснепресс, параллельно в пещере начаты ремонтные работы. Уже реконструированы перила смотровых платформ во всех залах. Реконструкция проводится ночью, начиная с последних залов пещеры, чтобы не мешать посетителям. Делегация Республиканской политической партии «Единая Абхазия» во главе с председателем Сергеем Шамбо примет участие в работе 15-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» по приглашению руководства партии, сообщает пресс-служба партии «Единая Абхазия». Партии связывает длительное сотрудничество. Соответствующие межпартийные соглашения были подписаны еще в 2008 году. Руководители «Единой Абхазии» считают, что участие делегации партии в работе съезда «Единой России» даст новый импульс развитию сотрудничества между нашими партиями. Будет служить делу укрепления взаимопонимания и доверия между нашими дружественными странами и братскими народами. К другим новостям. В Сухуме начала работу комиссия по комплектованию детских садов. В столице, как и во всей республике, острая нехватка мест в бюджетных дошкольных заведениях. Сколько было подано заявлений и сколько детишек пойдет в новом учебном году в детские сады, расскажут наши корреспонденты. В столице функционируют 13 государственных детских садов. Зачастую они все переполнены. Родителям приходится ждать очереди по нескольку месяцев. Комплектацией групп теперь будет заниматься специальная комиссия, состоящая из сотрудников управления образования и заведующих детскими садами, с участием 2 депутатов Сухумского городского собрания и представителей общественности. Такие меры направлены на обеспечение прозрачности процедуры, говорит Людмила Адлейба, начальник управления образования столицы. Много слухов, много разговоров вокруг этого, много обиженных родителей, и поэтому пусть все знают, что вот никаких неправильных шагов мы не предпринимаем, работаем честно, открыто и справедливо. На данный момент подано более 750 заявлений, но удовлетворить все запросы не представляется возможным. В этом году для будущих дошколят мест всего чуть более 600. Перегруженность наблюдается и в группах. Почти в 1,5-2 раза превышают норму, но за счет этого отчасти решается вопрос нехватки мест. Вот, например, в новые детские сады мы можем принять только 25 детей. Ну, до 30 в одну группу, да. А там, где русская группа, там смешанные дети. И мы совсем мало детей можем принять. Вот сколько детей ушло из 25 детей в группе в школу, вот мы столько и набираем. Например, вот сейчас в детском садике Амра мы можем набрать около 5 детей только в русскую группу.
а остальные, вот в абхазскую группу мы набираем 25. Комиссии предстоит определить главные критерии выбора. Так, правом на первоочередное распределение мест в дошкольных учреждениях столицы будут обладать определенные льготные категории граждан. К ним относятся многодетные семьи, дети инвалидов, участников войны, дети студентов. И самое главное, это должны быть жители Сухума. Заведующие детских садиков лишаются права распределения мест самостоятельно. Разрешение дается только комиссии по комплектованию дошкольных учебных учреждений, объясняет депутат Сухумского городского собрания Инна Кварчия. Я считаю, что очень хорошо, что была создана такая комиссия, потому что мы знаем, что в нашем обществе существует недовольство, ряд недовольств, которые связаны с устройством детей в детские сады. К сожалению, я непосредственно столкнулась с этой проблемой уже здесь, участвуя в комиссии, потому что очевидна проблема нехватки детских садов. И хочу сказать, что деятельность комиссии достаточно прозрачная. Еще одна проблема, на взгляд депутатов городского собрания, это отсутствие ясельных групп. Конечно, у властей города есть планы на этот счет, но пока их реализация не представляется возможной. Еще мы столкнулись с такой проблемой, как отсутствие ясель. Очень много заявлений, которые касаются детей, не достигших 3-летнего возраста. И, к сожалению, родителям в данном случае некуда определить своих детей. Я думаю, что вопрос создания ясельной группы стал очень остро. Дети, не попавшие в этом году в детские сады, пока останутся в очереди. Следующим летом комиссия соберется вновь, чтобы попытаться помочь родителям, оказавшимся в подобной ситуации. Сима Аргун, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 24-26, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.